Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Митимир Шарипович, Марат Шакирзянович, Президиум, Кадерле Дуслар, Исянмисыз. Добрый день, дорогие друзья. Для меня большая честь сегодня выступать в стенах Государственного театра оперы и балета имени великого татарского поэта Усы Джалиля, где присутствуют достойные представители татарского народа, которые искренне переживают за сохранение татарского языка, национальной культуры, духовных и нравственных ориентиров. И это очень символично, что мы собрались сегодня в прекрасном городе Казани, на нашей исторической родине, которая как магнит притягивает всех нас. Хочу также поблагодарить организаторов за возможность участия в этом национальном собрании. Быть татарином – это чувствовать связь со своим народом, говорит в своем обращении уважаемый Рустам Нургалиевич, указывая на то, что наше поколение несет большую ответственность как перед нашими предками, которые оставили нам богатое наследие и память о великих событиях и достижениях, так и перед нашими потомками. Немного о себе. Я родился в далеком заполярном городе Игарка, Красноярского края. Мои родители, будучи молодыми, переехали на север из Поволжья. Папа летал командиром на вертолете, а мама работала фельдшером в аэропорту. Находясь вдали от исторической родины, я чувствовал, что мне не хватает радости от того, что мы вместе отмечаем национальные и религиозные праздники. Не хватает той тесной связи, которая сближала бы нас с родной историей и культурой. Но в душе, несмотря на большие расстояния, была близость с нашими соотечественниками. В те далекие советские времена, когда не было интернета, а по телевизору вещали только одну радиопрограмму, я помню, как мои родители выписывали татарские газеты или журнал, если память не изменяет, называлась «Чаян», по-моему. Была такая газета. Также я помню, как они на старых советских радиоприемниках пытались поймать татарскую волну, чтобы послушать татарские песни. И несмотря на то, что мы находились далеко, мы старались соблюдать наши традиции, обычаи, чтобы сохранить свою самобытность и не потерять те качества, которые присущи нам, татарам. Я, в свою очередь, очень горжусь тем, что я сын татарского народа и благодарен родителям за воспитание меня и моих братьев в духе любви к отчизне, к профессии, в духе целеустремленности и ответственности. И даже сейчас, путешествуя по миру, летая по разным городам, я вижу, что повсюду живут татары, наши соплеменники, которые, несмотря на удаленность от Татарстана, берегут и чтут свои традиции, воспитывают детей, хранят память о предках, сохраняют родной язык и добросовестно трудятся на благо Родины. Среди татар во всем мире много известных имен, которые вносят большой вклад в развитие нашей страны, что повышает уважение к татарскому народу в целом. Мы, татары, очень гордимся любым успехом и достижением наших соотечественников. Некоторые скажут, что сохранение идентичности татарского народа – это работа отдельных профессионалов и деятелей культуры, и что это только их задача. Но это не так. На самом деле культура и воспитание идут глубоко из семьи, и от каждого из нас зависит то, сможем ли мы сохранить, приумножить и передать потомкам то, что передали нам наши предки. Я впервые выступаю на подобном мероприятии, испытываю большую ответственность и, выслушав стратегию развития татарского народа, полностью ее поддерживаю и призываю всех проголосовать за нее. Хочу поблагодарить Рустама Нургалиевича за выдвинутую стратегию. Также, пользуясь случаем, от всей души поздравляю вас всех со знаменательной датой, столетием со дня образования Татарской АССР. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира в ваших домах и благословения Всевышнего. Также хочу лично поблагодарить Митимира Шариповича за большой вклад в становление и развитие нашей республики в постсоветское время. Барыгызга, Исанлек, Саулык, Танышылык Телим, Бердя Булык,